Как в средние века, так и в новое время в связи с увеличением покупательной способности населения и потребительского спроса основу городского населения Крымского ханства составляли ремесленники. Эта значительная прослойка общества пользовалась широкими правами и привилегиями и в благоприятных условиях, создаваемых властями, развивалась и процветала. Ремесло было уважаемым занятием и приносило хороший доход. Особым почтением пользовались люди с высоким уровнем профессиональной подготовки. На протяжении веков углубляется социализация мастерства, расширяется ассортимент изделий, совершенствуется ремесленная техника, оставаясь, как и раньше, ручной. В XV-XVII веках национальная ремесленная индустрия Крымского ханства достигла пика своего развития. Она опиралась на ряд традиционных цеховых статутов, признанных повсеместно. Ремесленники были профессионалы своего дела, и их было довольно много. Пользуясь своим привилегированным положением, они селились на центральных улицах крымских городов. Как правило, ремесленники одной артели занимали определенный квартал. Здесь же, рядом с домами, находились и их лавки и мастерские. Так что некоторые виды товара изготавливались буквально на глазах покупателей. Большинство ремесленных корпораций состояли из тысяч мастеровых и учеников. Они удовлетворяли спрос как крымского населения, так и иностранного, вывозя на рынки и ярмарки соседних стран свою продукцию на довольно солидные суммы. Такая промышленность, как самостоятельная сфера экономики, вполне удовлетворяла спрос населения страны и за счет стабильных налогов приносила в государственную казну значительный доход. В городах особенно быстро росло число тех ремесленников, чьи изделия пользовались спросом. Так, одним из самых старинных и важнейших видов крымского ремесла было производство и выделка кож и мехов. Этот товар сохранял высокую конкурентоспособность на протяжении довольно долгого периода. Во-первых, в Крыму были необходимые препараты и ингредиенты для выделки кож, изготовленные из местного сырья. А во-вторых, развито животноводство как источник сырья. Крымская кожа за свое качество и отличную выделку ценилась и пользовалась большой популярностью среди галантерейщиков, сапожников, мастеров по изготовлению седел и прочих кожевенных изделий, как в Османской империи, так и в странах Европы. О развитии кожевенной отрасли в первой половине XVII века свидетельствует итальянец Дартелли Досколи, монах доминиканского ордена, живший на протяжении 10 лет в крымской Кефе. Во всех морских стоянках Татарии нагружают много судов воловьими и буйволовыми кожами, доставляемыми оттуда также в Италию, Фландрию, Англию и Францию. Имело в ханстве древние корни литейное и кузнечное мастерство. Примечательно, что этот вид ремесла не был распространен повсеместно. Он имел всего 3 крупных центра, один из которых находился в деревне Чуюнджи. Оттуда продукция расходилась по всей стране и даже за ее пределами. Железную руду для изделий добывали на Чатырдаге. Из нее местные мастера, тёкмеджилер, изготавливали железные казаны всех размеров. Примечательны были огромные казаны, предназначенные для приготовления пищи сразу на целое село или отряд воинов. Более поздние авторы сообщают, что городские цехи литейщиков, а также некоторые деревни Крыма занимались исключительно литьем чугунной посуды для отправления ее на восток. Плуги, топоры, вилы ковали кузнецы, демерджилер, как правило, проживавшие в окрестностях села Керменчик. Там же ковали оси для мажар, обручи для местного бочарного производства и так далее. В городах кузницы, одновременно служа лавками, располагались в смешанных ремесленно-торговых рядах, называемых араста.
Обработкой цветных металлов занимались медники, бакырджилер. Основной ее техникой была чеканка. Из латуни, как более нарядного сплава, нежели чистая медь, делали ритуальные сосуды и люстры для мечетей. Из латунных и железных деталей собирали кофемолки, бигармен. Из медных мастерских выходили нарядные куманы, гугумы, джезве, посуда и прочие, при изготовлении которых чеканщики широко использовали красную медь. О славе крымских оружейников писали посетившие Крымское ханство многие путешественники и дипломаты. Здесь, а именно в столичном Бахчисарае, действительно было хорошо развито оружейное производство. Сабельные и ножевые клинки и даже бритвы ковались и закаливались из черного металла по особому методу, секретом которого владели каждый ножевых дел мастер почахчи. Этот метод часто сравнивали с дамасским. В XVII-XVIII веках по всему Востоку распространилась слава о крымских карабинах. Появлялись новые технические находки, позволявшие производить новые типы оружия. Например, ранее неизвестные плоскоствольные ружья, заряжавшиеся 2 пулями. Так же, как и лудильщики, доводившие до совершенства пищевые сосуды медников, окончательную доработку оружия получало в руках ювелиров. Ножи, стволы ружей, пороховые рожки, сабли украшались серебряной насечкой. Отдельные металлические детали оружия, а также воинские доспехи покрывались позолотой и серебрились. В Крымском ханстве всегда славились золотых и серебряных дел мастера. Ювелирные изделия отличались изысканностью, украшались национальным орнаментом. Для этих целей мастерами закупалось листовое золото и драгоценные камни. Украшения также изготавливали из бронзы, меди и полудрагоценных камней. Но настоящая ценность изделий заключалась в тонком мастерстве и художественном вкусе авторов. Крымские ювелиры славились главным образом своими шедеврами, созданными в технике филиграни – чильтер. Кроме украшений из чистого серебра, изготавливались бокалы, кувшинчики и подносы, украшенные растительными узорами, исполненными в технике чернения серебра, иногда гравировки. Еще одним искусством, ткачеством и вышивкой славились крымско-татарские мастерицы. Сырье, получаемое от многочисленных посевов льна, разбиралось крупными ткацкими ремесленными центрами. Крымские татары умели прясть любое волокно, в том числе и шелк. Причем вид данного рукоделия был настолько дорогостоящим и одновременно распространенным, что нередко им увлекались даже жены мурс. Но несравненно шире было распространено прядение хлопка, шерсти и льна. На ткацких станах, тизья, изготавливались материи разных видов и расцветок. Наиболее известной была атма – легкое льняное или хлопчатобумажное полотно. Изготавливали атму на всей территории ханства. Но самой качественной считалась ногайская. За ней специально ездили в степную часть. Наряду с гладким полотном было несколько видов узорной ткани. Спросом пользовалось толстое белое или коричневато-бурое сукно, использовавшееся для шитья верхней одежды. В столице веками существовал цех вышивальщиков казазы, который считался одним из самых статусных среди ремесленных цехов. Заказы поступали как от простых горожан, так и от духовенства, бейской знати и даже из ханского дворца. Конечно же, вышивкой занимались не только в цехах. Этому искусству отдавали чуть ли не все свободное время крымско-татарские женщины всех сословий. Расцвет искусства крымско-татарской вышивки относится к XVI-XVII векам. Продукция деревообрабатывающих цехов состояла главным образом из ажурных дубовых оконных решеток, без которых было трудно представить себе дом зажиточного горожанина, а также изготовление мебели и домашней утвари. Но, пожалуй, самым массовым видом столярной продукции были детские колыбельки без шик,
которые покупались всеми, вне зависимости от достатка. Это был вопрос чести семьи. Изящные изделия мастерились из твердых пород дерева. С течением времени спрос на изделия из красного дерева отнюдь не падал. Об этом говорит тот факт, что во второй половине XVIII века, к примеру, на Бахчисарайской улице насчитывалось 7 мастерских краснодеревщиков-резчиков, 8 мастерских по производству чубуков, столько же по производству бочек, а в 19 местах делали деревянную посуду. В лесных селах столяры занимались изготовлением более крупных деревянных изделий, которые заказывали и забирали прямо из мастерских, зачастую находившихся высоко в горах. Так, в районе Ялты и Бельбекской долины работали мастера, собиравшие виноградные прессы 2 типов – тарапаны и скенже. Известны были и народные мастера по обработке изделий из дерева. К примеру, в Кокозе изготавливали деревянную посуду, сверлили из жасминового и черешиного дерева чубуки для трубок. Отсюда же выходили из разнообразные транспортные средства – телеги, мажары и легкие повозки. В Кокозе были известны целые династии тележников. А в целом число мастеров в этом крупном селе в конце XVIII века доходило до 300. Еще одним видом промысла, распространенным преимущественно в горном регионе ханства, были плетения из прутьев – сепетчи. В окрестностях сел Кутлак и Кос на склонах горы Буюк-Сырт еще в древности были обнаружены выходы серого песчаника. После обработки плиты этого камня нередко шли на постройки мостов, фонтанов в Чешме. Из этих же плит тесали и надмогильные башташи. Камень ослепительно-белого цвета добывался и в Инкермане. Его распиливали, и он шел на строительство. Мастерство каменотеса, ташчи, и мастера-камнереза ценилось высоко, и спрос на их продукцию всегда был большой. Они высекали высокохудожественные порталы для строившихся дворцов, мечетей, медресе, дюрбе, каменные детали украшения для них, закладные камни и надпортальные мраморные доски, а также узорчатые балкончики-шефре для минарет. Самыми многочисленными были заказы на надгробные памятники – башташи. Ярким примером камнерезного искусства служат саркофаги и башташи на ханском кладбище в Бахчисарае. Крупным центром керамического и гончарного производства являлось село Саблы на правом берегу реки Альмы. Здесь были выходы хорошей глины. Но и там, где месторождение было бедным или гончарной глины не было, все равно имелись мастера-керамисты, которые изготовляли мелкие предметы, не требовавшие большого расхода материала. В XVII веке наблюдается новый подъем строительного дела, особенно в возведении крепостей. Гражданское строительство велось во всех без исключения городах Крыма. К примеру, Доротелли, путешествуя по городам ханства, сообщал, что в Кезлеве восстановили старую крепость, углубили ров, строили новые административные и общественные здания. Он писал, что Мехмед-ага, нынешний визирь хана, начал строить в этом году великолепный хан или караван-сарай, как убежище для купцов и горожан. Этот хан имеет очень высокие стены из дикого камня и по 4 сторонам двора сводчатые помещения в 2 яруса. Стены с бойницами и охраняются часовыми, так что поверху стены можно расхаживать вполне безопасно. Подобное здание можно бы называть не караван-сараем, то есть обыкновенным заезжим двором, а сильным и надежным замком, более обращенным к морю, чем к суше. Становление профессионального ремесла в Крымском ханстве как части культуры крымско-татарского народа привело к возникновению цеховых организаций и артелей. В первую очередь цеховые корпорации, в которые объединялись ремесленники, защищали интересы производителей и способствовали благоприятным условиям развития городского ремесла в средние века и новое время. Одним словом, ремесленные производства, его приемы еще долгое время оставались неизменными благодаря традиции цеховых организаций.
а узкая специализация позволяла довести мастерство ремесленников до совершенства.